Здравствуйте! Сегодня по традиции с наступающим. Все меньше времени остается до нового 2023 года. Не хочется добавлять забот к предновогодней суете, поэтому предлагаю провести ближайший час на лайте. Зададим новогоднее настроение уже сегодня в рамках вечерней смены. Ну, как принято подводить итоги в конце уходящего года, мы тоже не стали отходить от традиции, позвали к нам в гости главу Министерства культуры и предложим ему подвести итоги, чем гордится ваша организация. Да, пожалуйста, можете сегодня об этом рассказать. Но прежде я поздравлю вас с наступающим годом. Спасибо вам большое. Спасибо, что пригласили. Я вас тоже, безусловно, поздравляю с наступающим Новым годом. Чем же мы гордимся? Работой, наверное, всех своих коллег. Те, которые в течение этого года на своих местах, в своих коллективах, учреждениях культуры, они работали, я думаю, что очень ответственно. Уверен, что любители театра, любители концертных каких-то мероприятий, учреждений, значит, они, конечно же, смогли оценить ту работу, которую проделали наши коллективы. Если говорить о ваших личных, таких зарубках, да, профессиональных, вот за этот ушедший год, что вам удалось, о чем вы можете сейчас сказать? Без обиняков. Я думаю, что, конечно же, главное событие уходящего года – это празднование 1100-летия крещения Алании. И в сводном плане было порядка, наверное, свыше 100 пунктов, начиная с плана основных мероприятий, который формировался в 2017 году. План дополнительных мероприятий, план торжественных мероприятий. Я думаю, что отрадно то, что нам удалось реализовать весь план. И, наверное, такой скажем так, яркой точкой явилось открытие в Санкт-Петербурге, в Государственном Эрмитаже, выставки «Сокровища Аланского царства». Это событие было весьма масштабным. Я думаю, что проект, наверное, на самом деле просто уникальный. Предметы из 11 музеев оказались в одном месте. Это все те, которые являлись, наверное, золотым фондом тех самых учреждений культуры, которые мы имеем в виду. И проект вызвал очень большой интерес и в среде специалистов, и у работников Государственного Эрмитажа. И я думаю, что это хорошее событие. А я думала, вы также упомянете об освящении Георгиевского храма, потому что вас там также отметили. Вручили вам орден благоверного князя Даниила Московского третьей степени. Но вы скромничаете. Расскажите об этом, пожалуйста. Спасибо большое. Награда на самом деле как-то была весьма неожиданна, потому что мы работали, наверное, командой такой. Я думаю, что, наверное, похвалы заслужили все. Все, которые очень ответственно подходили к своим обязанностям. На самом деле мероприятие было масштабным. 25 сентября здесь было очень много гостей, и нужно было... Высокопоставленных гостей. Но мы в основном занимались творческими коллективами. Их было достаточно много, и было достаточно сложно это все организовать. И благодаря тому, что как-то так все взялись, и все очень ответственно подходили к своим обязанностям, мне кажется, что праздник удался. Что касается недавно открывшегося, отремонтированного здания госансамбля «Алан», в какой-то степени это и заслуга Минкульта? Это заслуга госансамбля «Алан». Наверное, потому что такой прославленный коллектив, на самом деле, как на открытии сказал Сергей Иванович Меняйло, жемчужина Северной Осетии. И этот коллектив должен работать, конечно же, в хороших условиях. И эти хорошие условия были созданы. Я много лет уже слежу за этим коллективом. И я думаю, что в таких условиях, которые созданы сейчас, им осталось только творить. А давайте скажем, что изменилось.
Я слышала, что и коммуникации были заменены, что залы были, полы перекрыты. Расскажите подробнее. Ну, на самом деле все коммуникации были заменены. Значит, дело в том, что система воздухоснабжения, то есть световое решение какое-то, значит, самой площадки репетиционной, безусловно, там появились и вновь оборудованные прачечные, то есть костюмерные цеха, раздевалки, то есть малый репетиционный зал. То есть на самом деле все приведено в такое состояние, которое вот просто не то, что там приятно работать, просто вот приятно туда, видимо, людей приглашать, посмотреть, в каких условиях работает наш государственный ансамбль. А также интересно знать о том, как и что происходит в районах. Дома культуры, там тоже требовалась реставрация в ряде домов культуры, в ряде ДК. Об этом тоже пару слов, пожалуйста. Ну, это все в рамках национального проекта «Культура», и который был запущен в 2019 году. И с тех самых пор 33 сельских домов культуры было отремонтировано. В этом году у нас капремонт состоялся практически, можно так уже говорить, в 5 учреждениях. Это в селении Срау, это в селении Киевское Моздокского района, это станица Терская Моздокского района, селение Сунжа и Карман-Синдзикау. Конечно же, нужно сказать о том, что строится и практически уже на определенной стадии технической готовности находится и Дом культуры в селении Малгобек. По соглашению, которое заключено между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством строительства нашей республики, здание должно быть сдано в эксплуатацию в будущем году. Но в этом году уже такая основная масса работ уже выполнена, и кассовое освоение практически 100%. То есть можно говорить о том, что Дворец культуры в селении Малгобек тоже будет построен. Кроме того, строится и Центр культурного развития в городе Дигаре. Объект, в принципе, двухгодичный, и план этого года тоже выполнен практически на 100% по освоению средств и по тому графику строительства, по технической готовности, который должен был быть достигнут к концу года. Изменится ли как-то работа этих учреждений? Вот новые красивые здания, как они будут функционировать? Возможно, тоже в каком-то новом формате? Ну, знаете, значит, я думаю, что создание единой клубной системы пока по районам. Вот такая единая клубная система в 2 районах нашей республики уже функционирует. Я думаю, что и в других районах тоже мы будем вводить единую клубную систему. Что это дает? Координацию деятельности всех домов культуры определенного района. То есть коллективы творческие работают не только у себя, скажем, в определенном отдельно взятом селении, там, поселении, вот, но они ездят друг к другу с гастрольными поездками, то есть какие-то вот ознакомительные, может быть, совместные концерты проводят. То есть это весьма интересно, насыщенная работа. Всегда интересно посмотреть на того, кто работает не в твоем коллективе, и как-то сравнить свое творчество с соседями. Вот. Значит, я думаю, что, наверное, мы будем работать над тем, чтобы создать, в принципе, единую клубную систему республиканскую. То есть не так, допустим, что вот по районам, и они между собой там общаются. У нас, видимо, будет единая республиканская клубная система, что позволит координировать работу всех домов, дворцов культуры нашей республики. Помимо этого, что еще в планах у Минкульта на 2023 год? Планы 2023 года, значит, работа, в принципе, в плановом режиме. Кроме того, значит, мы, конечно же, планируем какие-то гастрольные поездки наших коллективов, приезд к нам. И я думаю, что очень ярким событием будущего года станет, конечно же, открытие Дома-музея Вахтангова. Вот, долгожданное. Да, долгожданное на самом деле.
Это будет с 30 практически апреля до 9 мая. То есть вот эти вот 10 дней состоятся в городе Владикавказ большие гастроли прославленного коллектива. И к нам приедут ведущие артисты и привезут очень серьезные спектакли. Я думаю, что это будет, наверное, очень ярким событием будущего года. А как же оказаться в числе счастливчиков и обладателей счастливых театральных билетов на эти представления? Я думаю, все не так сложно, потому что билеты будут выставлены, наверное, на продажу и в онлайн-режиме, и в кассах Русского театра. Ну, разлетятся, как горячие пирожки. Думаю, да. Нужно, видимо, будет поспешить. А возможность, может быть, предбронирования не рассматривали? Если вдруг уже билеты поступят в продажу, то я думаю, что такая возможность тоже будет. Здорово. А что сейчас, вот в эти дни новогодние, предновогодние дни и дни новогодних каникул предлагают наши театральные учреждения, так скажем, зрителю и юному, и более зрелому? Ну, как правило, каникулярное, предканикулярное время, предновогоднее, как правило, наши коллективы театральные посвящают детям. И в Русском академическом театре осуществлена постановка сказки «Щелкунчик», которая пользуется таким, видимо, заслуженным успехом у детей. В Остинском театре это постановка сказки «Золушка». Я думаю, что тоже это весьма интересно. Сегодня мы об этом будем говорить еще в нашем эфире. Хорошо, тогда личный вопрос от такого общественного к частному. Вы готовы встречать 2023 год? Хотелось бы. Елку уже поставили? Конечно, я думаю, что как? Елку уже поставили? Я думаю, что вот эти вот хлопоты, как правило, у нас дома бывают 31 числа. Угу. То есть на десерт оставляете? На десерт, буквально. Но если вам нужны какие-то рекомендации, советы, лайфхаки, как сейчас принято говорить, то предлагаю вашему вниманию сюжет, который мы подготовили. Может быть, вам это поможет в стилистическом таком решении. Спасибо вам большое. Наряда вашей елки. Прошу. Елка Дианы Бадоевой каждый год разная и каждый год украшена в разных стилях. Так, в этом году девушка решила украсить ее в стиле лофт в черных оттенках. Почему в черных? Потому что следующий год будет черного водяного кролика. Как говорится, встреть Новый год по всем правилам предстоящего символа, и удача точно не пройдет мимо тебя. Черный цвет немного пугает, ну как-то для кого-то он как немножко цвет траурный такой. Ну, в интерьере он очень здорово смотрится, особенно если это такой минимализм, скандинавский стиль, стиль лофт. И в декоре он такой немножко, я люблю даже вот делаю сервировки с черным цветом, очень люблю его использовать. И получается такой немножко такая нотка таинственности с этим цветом. Как отмечают дизайнеры, для этого животного помимо черного цвета близки природные оттенки, такие как зеленый, белый, синий, голубой, коричневый, желтый, которые при желании можно всячески сочетать друг с другом. Но помимо этого есть также новогодние тренды. Модным трендом этого года является сочетание розовых оттенков. Это могут быть глянцевые оттенки, это могут быть глиттерные, и также их можно разбавить, допустим, белым сочетанием, да? Либо мы можем сюда добавить более темных оттенков, чтобы наша елка была более разнообразная. Вот. Либо с классическим сочетанием. Допустим, всегда рекомендуем наряжать елку по такой формуле, то есть базовый цвет, это где-то 80%, да, 70-80% основного цвета, и новый трендовый цвет. Это позволяет, скажем так, экономить немного
Из года в год все популярнее становится ретро-елка, украшенная под старину. Причины к такой тяге неизвестны, но стоит отметить, что эта мода также позволяет сэкономить на новогоднем интерьере. И очень здорово на вот этой елке именно советской эпохи будет смотреться, допустим, цветная вот эта гирлянда с цветными лампами. Вот эти вот, как мы раньше в школе вырезали на уроках труда, вот эти гирлянды, такие флажки из цветной бумаги. Какие-нибудь игрушки с мультяшными героями той эпохи, например, «Ну погоди», «Чебурашка». И, конечно же, допустим, макушка должна быть тогда звездочка, красная звезда. Чтобы добавить еще большего волшебства, дизайнеры советуют украшать не только елку, но и дом в целом. Главное грамотно подобрать стилистику и цветовые решения. Самым простым и самым красивым, самым атмосферным приемом в украшении дома является украшение окон обязательно. Это гирлянды, световые занавесы. Можно развесить по комнате, можно одеть на стену, на окно. Также в украшении новогоднего стола можно использовать небольшие, невысокие композиции из хвои, из натуральной хвои, из декоративной хвои. Это очень украсит сервировку вашего стола, создаст праздничное настроение в сочетании с огнями, в сочетании с красивыми блюдами на новогоднем столе. Мода меняется каждый год. Что-то стареет, что-то приобретает новые тенденции. Как мы уже поняли, это связано не только с одеждой, но и новогодними елками. Предвкушая чудеса, каждый стремится украсить главный новогодний атрибут самыми разнообразными способами. Но самое главное, украшение елки – это отличный способ провести время вместе и получить море удовольствия. Вот оно как. Эдуард Юрьевич, от вас пожелания нашим зрителям. Спасибо вам большое за такую возможность. Конечно же, очень бы хотелось... Вообще, конечно, вот эти вот предновогодние дни, когда вот уже просто говоришь даже кому-то с наступающим, это уже какой-то вот такой торжественность момента. Очень бы хотелось, чтобы все пожелания, которые в каждой семье, в каждой душе зреют, чтобы они, в принципе, если они действительно добрые и светлые, чтобы они сбылись, на самом деле. Очень бы хотелось пожелать нашей любимой родине мира, каждой семье мира и каждой душе. Спасибо вам огромное. И вас еще раз с наступающим Новым годом. Пусть и у вас в доме Спасибо все будет большое. мирно и благополучно. Спасибо. Реклама на канале, не переключайтесь. В Осетинском театре состоялась премьера спектакля «Золушка». О том, как юные зрители приняли сказку Шарля Перро в постановке Ацамаза Качмазова, расскажет он сам. Здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим. Да, взаимно. Вы не со спектакля только? Именно со спектаклем. 4 часа у нас был спектакль, и вот как я закончил, сразу прибежал к вам. Тогда этот вопрос как нельзя к месту про то, как зрители его принимают. Спектакль, который, к слову, у вас, по-моему, не в первой постановке. «Золушку» вы ведь неоднократно уже ставили. Нет, «Золушку» я ставила впервые. Это просто не первая моя постановка именно в Остинском театре. Все, хорошо, тогда перейдем к спектаклю. До этого я ставила спектакль «Бременские музыканты», а теперь моя вторая постановка тоже сказка «Золушка». Я очень рад, что зрителями хорошо воспринята эта сказка, дети вовлечены, потому что я, когда ставил этот материал, я немножко ее с опаской ставил, потому что «Бременские музыканты», я часто сравниваю свои постановки, от начала до конца построены исключительно на динамике. Там очень много песен, танцев, динамики, погони, боев. А «Золушка» — это больше вся пьеса построена именно на взаимоотношениях. Там сплошные диалоги, очень мало действий. И мне казалось, наверное, такой материал больше подходит к мультфильмам, к фильмам, когда показываются крупные планы, когда показывают все эти дворцы, кони и так далее. А в театре... Но, тем не менее, этот материал мне предложил художественный руководитель, но я большой фанат этого материала, и я все-таки сразу согласился, потому что хорошая история, и мне понравилось то, что получилось. Дети сопереживают главным персонажам. Как это происходит? Вы говорите о вовлеченности детей. Как это происходит? Они выкрикивают что-то из зала, может быть, кто-то ворвался на сцену? Такой был режиссерский ход, мы немножко добавили нотки иммерсивного театра в этот спектакль. У нас дети, сами того не подозревая, стали участниками этой постановки.
постановки, именно они решают, что не сама Золушка, не главный герой двигает сюжетную линию, а именно зрители. Они подсказывают Золушке, что уже пора убегать, что уже скоро 12 пробьет. И именно они подсказывают принцу, где находится туфелька и так далее, и так далее. А эта затея с иммерсивностью спектакля, она как пришла вам в голову? Не, ну это очень случайно. Я вот держал в руках этот материал и думал, что же. Я очень хотел С какого поставить... боку? Да, очень такой костюмированный спектакль. Получался очень красивый, очень интересно, но должна была быть какая-то изюминка, какая-то фишка. Я всегда люблю так работать. Мы всегда, разумеется, работаем в логике автора, но при этом я добавляю немножко из своего собственного стиля тоже. Поэтому вот так и родилась у нас такая задумка. А у нас есть эпизоды вот спектакля, как раз вы можете прокомментировать, что сейчас происходит. Это, видимо, мачеха. Да, это мачеха, это у нас это Алина Дзетиева, и это ее музыкальный номер. Песню, текст песни тоже написала именно она, в этом плане она мне очень помогла. Вот вообще мне было ставить очень комфортно, так как у меня было очень много союзников. Я очень хочу поблагодарить и выделить своих художников. Это и Илону Цопанову, и Ларису Валиеву, и своего хореографа Оксану Скотаеву, и вот Алину Дзетиеву, которая мне писала текста к моим песням, потому что в песне песен нету, а мы решили их добавить. И я занимался только исключительно режиссурой, то есть все остальное они взяли на себя, и я работал просто в комфортных условиях. Очень приятно, когда именно весь театр, как единый организм, работает, чтобы выпустить вот один спектакль. Репетиции шли не один месяц. Да, пару месяцев нам понадобилось для репетиции. Начинали с малой сцены. Мы с этого года наш театр открыл малую сцену. Там у нас проводились основное количество наших репетиций. И потом, ближе к премьере, мы уже спустились на большую сцену. Весь театр работал только для нас. И вот уже спокойно, комфортно, вот в комфортных условиях уже выпускали спектакль. Было достаточно времени выстроить и свет, и приспособиться к большой сцене и так далее. Вы сразу поняли, кто будет исполнять главные роли? Да, конечно. Особенно это связано именно с Золушкой, потому что Оля Земерова, она и по своей природе, и по своему внутреннему миру, это стопроцентное попадание в персонаж. У нее и черты лица такие очень добрые, милые. очень милые, как будто девушка прям вот с Диснея выпрыгнула. И сразу вот решил, что она будет играть у меня Золушку. Но теперь это был мой первый опыт, когда именно работал именно с этой актрисой, и мне очень понравилось с ней работать. И, наверное, в дальнейших, в больших уже постановках, вечерних спектаклях я продолжу с ней работать, но уже абсолютно попробую какую-то природу абсолютно другого персонажа на нее. А принц? О, принц у нас тоже замечательный. Принц у нас Дмитрий Налдиев. Он как-то уже играл принца в спектакле «Кот в сапогах». Ну, как можно сказать, принца, да, младшего брата играл. Я очень боялся, что эти две роли будут сравнивать, но нет, мы проделали с ним большую работу. Да, очень... Вообще аристократов играть очень сложно. Да, но тем не менее мы искали этот образ, и нам нравится то, что получилось. У нас вот прекрасный принц. У нас вообще в паре они очень красиво смотрятся, они очень такие фактурные, очень красивые и очень хорошо смотрятся вместе. Ваши актеры, они могли под себя немножко править сценарий, переписывать местами роль? Вы это им дозволяете? Не, на самом деле это очень сильно именно приветствую, потому что режиссер всегда должен заниматься только событиями. Режиссер не должен влезать в текст. Текст надо всегда оставлять актерам. Я очень люблю, когда актеры сами что-то предлагают, что-то актерское, как они сами ищут. Конечно, мы это все делаем вместе, но я очень люблю, когда они что-то сами предлагают, когда приносят свои идеи в плане, у каждого свое видение, своего персонажа и так далее. И вот уже вместе в форме диалога вот мы уже приходим к чему-то единому. А чему вы хотите научить юного зрителя вашим спектаклем? Тому, что какие проблемы скрывает именно автор в этой сказке. Ведь это очень поучительная сказка, говорящая о том, что скромность и трудолюбие всегда оцениваются. И нужно быть скромным и трудолюбием, верить в свои мечты, и они обязательно исполнятся. Это вообще очень поучительная сказка о красивой, доброй девочке, которая, несмотря на все козни злой мачехи и собственных сестер, сбегает из дома, попадает на королевский бал, завоевывает сердце принца и выходит за него замуж. То есть скромность и трудолюбие. А как вы думаете, юный зритель сейчас избалован вот зрелищностью, различными, мне кажется, только ленивый не видел Золушку Диснея, и Золушку, может быть,
помните, того раннего советского Да. периода, да? Чем можно удивить сегодня этого искушенного зрителя? Да, к сожалению, ну, наверное, к счастью, да, мы живем в 21 веке, и дети уже с малых лет, уже с помощью, благодаря интернету, уже много чего видели, и постановки и цирка Дюсалей, и того всего, и нашего зрителя в наше время удивить очень сложно. И тем и интереснее наша профессия. Приходится придумывать, это называется режиссер, режиссерские замыслы, режиссерские ходы. В общем, стараемся цеплять разными режиссерскими ходами. А этому вы учите в своей театральной студии «Паяцца»? Вы об этом знаете? Здорово. Да, конечно. Но эта театральная студия «Паяцца», она состоит из артистов, которых я сам для себя и воспитал. Я их набрал 4 года назад. Я понял, что для своего театра мне не нужно набирать людей по объявлениям, нужно воспитать себе своих артистов. Я набрал 16-летних ребят, как художественный руководитель вел их на протяжении 4 лет, преподавал им основные дисциплины, и мастерство актера, и режиссуру, и сценическое движение. И вот на 4-му курсу мы поставили несколько дипломных спектаклей, и вот сейчас мы выпустились, и эти же спектакли мы играем вот от лица театра «Паяцца» и ставим новые. Мы вот на тот момент еще выиграли грант, у нас были финансовые возможности, и вот работаем. Да, работаем. Играем наши спектакли на различных площадках нашей республики, и в Осинском театре играли, и в сцене на Павленко играем, и в театре Шаби будем играть. Ну, так И вы работаем. довольны плодами рук своих? Да, конечно, я сам их создал. И сейчас мы при театре «Паяцца» также открыли еще и театральную школу. Так что те дети, которые хотят обучаться актерскому ремеслу и которые в будущее хотят стать артистами на театре «Паяцца», мы вот открыли нашу школу. Также называется театральная школа «Паяцца». Вот приглашаем всех. Вот. А в Дегорском театре драматическом вы также заняты? Да, я также являюсь и режиссером Дегорского театра. Также вот работаю. Там что у вас ставится? В данный момент я занимался исключительно «Золушкой». Теперь вот я ее выпустил, и теперь с января я приступаю к постановке в театре «Шаби». По нартовскому эпосу у нас спектакль будет под названием «Ацамас Ягунда». И дальше, после этого, будет уже постановка в Дегорском театре. Материал пока еще не выбрали. Мы с Ларисой Абисаловной Гергиевой еще сядем и выберем материал. Как вас на все хватает? Да, но я сам выбрал такой путь. Леонардо да Винчи говорил, что все равно мы даже на 30% не используем все возможности нашего мозга, поэтому я не боюсь нагружать себя работой. Вот как-то хватает. Да. Тогда попрошу вас вот с такой же страстью и с такой же положительной эмоцией обратиться сейчас в кадр к нашим телезрителям и пожелать им всего самого доброго в новом 2023 наступающем году. Да, я поздравляю всех с наступающим 2023 году. Будьте счастливы, отдохните в эти новогодние праздники как следует, побольше терпения, вот, и блистайте всегда и в жизни, и в работе, и где бы то ни было. Вот, всех поздравляю с наступающим Новым годом. Спасибо вам большое, и мы вас еще раз поздравляем. Спасибо огромное. Спасибо. Не переключайтесь, впереди много интересного. Новый год — то самое время, когда все мы становимся волшебниками. Для этого достаточно лишь исполнить чье-то заветное желание. Вот и Осетия Рештон сегодня исполняет мечту юной Дианы, которая мечтала попасть на телевидение. Сегодня на стиме, благодаря кому в том числе мечта ее исполнилась. В нашей студии альпинисты, мне кажется, полным составом. И сама героиня нашего сегодняшнего эфира Диана. Здравствуй. Здравствуйте, гости дорогие, с наступающим. Наверное, начнем мы с Дианы все-таки. И расскажи, как все это произошло, как ты сегодня оказалась в этой студии? Началось с того, что 26 декабря, когда пришли альпинисты, мне очень понравилось не обрабатывать детей, у которых, возможно, были сильные проблемы со здоровьем. Минуточку, Диана. Они ведь не пришли к тебе вот в этой Нет. форме, в которой они здесь сегодня, а как они к тебе? Они пришли в костюме Деда Мороза, Снегурочки, Неожиданно кто вот был. так, да? Да. И часто они этим занимаются? Наверное, вопрос уже к ним. Сейчас ты продолжишь свою историю. Итак, кто был Дедом Морозом, кто Снегурочкой? Дедом Морозом был я, а Снегурочкой вот здесь. Ну, я так понимаю, что вы сменяетесь, да?
И это ежегодная акция. Эту акцию мы проводим уже второй год подряд, новогодний десант, чтобы поздравить детей вот именно в больнице, чтобы пожелать вот этого новогоднего настроения, увидеть эти улыбки, счастье, неожиданность. Нас встречали дети с такими эмоциями сильными, со светящимися глазами. Им очень понравилось. Ну, вообще, изначально мы спускались как бы по две пары. Сначала Дед Мороз и Снегурочка спускались, я с Сарматом. Потом спускалась Ира второй партии, еще мальчик был Алексей. Это если кто не успел дозагадать, да? Да, мы залазили в окно, они спустились чуть ниже этажом, мы тоже заходили в окно и поздравляли вот так потом по этажам. Диана не испугалась? Я нет, мне понравилось. Ждала, да? Ждала. А вообще, как вы пришли вот к этой идее? С чего все началось? Началось все с Московского регионального отделения ВСКС. Это Всероссийский студенческий корпус спасателей. То есть идея зародилась там. Ну, естественно, мы как отделение в Северной Осетии поддержали. Но ведь нужно обладать также и актерскими навыками, чтобы дети поверили. Думаю, актерские навыки развивались уже в процессе. А вы помните ваши вот первые эмоции, когда вот вы спустились, зашли, увидели детей и... Ну, лично у меня, наверное, такая улыбка была на лице. Все, что я помню. Хотелось подарить детям праздник, когда ты видишь, что они эмоционируют тоже с тобой, что они счастливы, и хочется дать намного больше, чтобы они тоже зарядились. И все-таки праздник, тем более, когда дети находятся в больнице, это уколы, это эмоциональный стресс, это сложно для них. Когда они понимают, что, ну, возможно, кого-то даже на новогодние праздники не выпишут, это очень сложно. У меня был мальчик, которого мы поздравляли, и он сказал, я говорю, какое у тебя желание? Я говорю, ты же загадал желание? Я говорю, Деду Морозу. А он сказал, что мое желание, я хочу, чтобы меня выписали на Новый год. Я говорю, главное верить в чудо. Я говорю, оно, говорю, совершится. Максим, Да. а дети, вот на вашей памяти, как необычно реагировали на ваше появление? Лично я как бы сам не спускался, то есть моя задача была организовать правильный, безопасный спуск. Да. Где. Ну, во время процесса тоже присутствовал, потому Да. что 2 Дед Мороза, 2 Снегурочки прошли через меня. Лично я практически всем в окна. Это, конечно же, их улыбки, то есть удивление, то, что Дед Морозы спускаются с неба к ним. То есть Дед Мороз спускаются, и они всем машут так радостно. То есть кто-то начал самолетики, кто-то послания, бумажки сразу бросать начали. Я это все видел вокруг. Очень было приятно. То есть огромные эмоции, которые дети в этот момент выплескивают, они заряжали нас всех на то, чтобы сделать это качественно, наверное, и подобрать нужные слова для этого и так далее. То есть очень все было душевно, да. Диана, да, продолжай свой рассказ. Итак, к тебе такие симпатичные молодые Дед Мороз и Снегурочка попали в палату. Не в палату, ко мне попал только Дедушка Мороз и, ну, Стич, то есть розовый и синий. Двое, да. Ну, подарили подарок, мне понравилось. О чем вы говорили? Даже не знаю. Не спрашивали, как ты себя вела в уходящем году? Вообще можешь оценить свое поведение? Вроде бы нормально. Да, то есть благодаря этому ты сегодня оказалась здесь, как ты думаешь? Вообще, почему ты захотела попасть на телевидение? Вот я сюда прихожу каждый день на работу, и я не понимаю, почему ты мечтала конкретно об этом. Ну, я, конечно, понимаю, что есть телевизионная картинка, лицо в телевизоре, на экране, но все-таки вот юная девочка, такая как ты можешь мечтать о чем угодно, но ты выбрала именно телевидение. Почему? Не знаю, мне хотелось попасть сюда. В любое телевидение хотелось попасть. И вот вы исполнили мою мечту. Всем спасибо. Получилось. Ожидания реальные, знаешь. Вот ты сегодня была у нас практически во всех отделах. Кстати, у нас по этому поводу есть сюжет, сейчас мы вам его покажем. Давай его тогда посмотрим, да, и ты уже потом расскажешь, все действительно так, как ты себе это представляла или нет. Хорошо? Давай.
Здравствуйте. Привет, как Здравствуй. настроение, как дела? Хорошо. Послушай, мы знаем, что одно из твоих желаний было попасть на телевидение, и я с удовольствием твое желание исполню, если ты не против, конечно. Да? Да. Вперед. Да. Желание 11-летней Дианы Ивановой сбылось, не успев загадаться. Только 2 дня назад девочка поделилась с общественным деятелем Аленой Саркисян своей мечтой – попасть на телевидение. А уже сегодня продюсер тематического вещания Армен Микаэлян провел ей экскурсию в стенах национальной телевизионной компании «Осетия Эрштон». Это АСБ. Переводится как аппаратно-студийный блок. А что здесь происходит? Здесь сидят режиссеры, ассистенты режиссеров, звукорежиссер, ассистент звукорежиссера, суфлер. Здесь сидит режиссер, и ты можешь, кстати, посидеть, попробовать понажимать, попереключать камеры. Присаживайся, Диан. Добровольцы-спасатели совместно с альпинистским клубом «Каскад» подарили маленьким пациентам детской республиканской больницы новогодний праздник. В числе счастливчиков вместе с еще 150 детьми оказалась и Диана. Ей вручили сладкий подарок и поздравили с предстоящим праздником. Заметив, как наша съемочная группа освещает мероприятие, решила, что хочет увидеть кухню телевидения изнутри. Кстати, а вот и новостная студия. Ой, какая удача! Нас ждет сама Валерия Кузаева. Привет! И она тебе расскажет, что они здесь делают. Это служба новостей. Как они работают, она сейчас тебе все расскажет. Это наша большая удача, что она сегодня здесь. Пойдем в студию? Да. Вот так здесь все устроено. У нас есть эта часть для дневного эфира, это 10 часов и 4, а чуть-чуть дальше стол это для вечернего выпуска, мы его называем Prime. Это самый просматриваемый выпуск. Наши камеры, как видишь, здесь есть суфлер, и именно отсюда мы читаем текст. В зависимости от времени мы передвигаем камеры, они у нас подвижные, а сзади наши плазмы. Сейчас плазма черная, но обычно, когда мы читаем новость, там бывает красивый видеоряд или какая-то картинка, или просто наша эмблема, и все бывает очень ярко и очень красиво. Конечно же, дадим возможность Диане попробовать себя в роли ведущей. Добрый вечер. В студии Диана Иванова. Сегодня мы расскажем о главных новостях Осетии. Неотъемлемой частью любого телевизионного материала является монтаж. Покажем нашей гости, где сырые съемки превращаются в красивый и интересный сюжет, а в нашем случае в итоговую предновогоднюю программу. Вот фасовское событие. Смотри, Вот. Более подробно давай я тебе сама Кристина расскажу, да? расскажет о своем событии. Я монтирую итоги года по спорту, я веду спорт, вот все события, которые происходили за год, в принципе, вот так вот собираем в кучу и монтируем. Программа сегодня в эфире, поэтому вот Таркан даже с тобой не поговорит, потому что он очень быстро монтирует к эфиру. Итак, ничто не вечно под луной, а значит и наша экскурсия подошла к концу. Очень интересно, мне все понравилось. Все продумано, красиво, там все есть. А что тебе больше всего понравилось? Наверное, вот где студия. Вечерняя, вот утренняя. Ну что ж, Дианочка, наша короткая экскурсия подошла к концу. Я надеюсь, тебе все понравилось. Теперь ты можешь в любое время к нам всегда приходить. У тебя здесь есть самые настоящие друзья. Идет? Идет. 5? 5. Все, отлично. Пока. Мы ждем тебя вечером в студии. Ладно? Все, удачи тебе. До свидания. Пока. Валерия Левченко, Алана Бзыкова, Артур Дудаев, Карина Таутиева, телекомпания «Осетия Эрштон». Диана, и возвращаясь к моему вопросу, ожидание, вес, реальность, тебе понравилось? Да, мне очень понравилось. А кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь? Наверное, попасть вот здесь, наверное, работать. Не знаю, вам понравилось. Вот так мы тебя убедили, да, вот я сейчас увидела, все мне понравилось. Ну здорово, от души тебе этого желаю. А еще здоровья крепкого. Спасибо. И давай попросим этих прекрасных людей, спасателей, тоже пожелать нашим телезрителям чего-то теплого, хорошего и доброго в новом 2023 году. Пожалуйста, Сармат. Я хочу пожелать всем детям, которые лежат в больнице, здоровья и скорейшего выздоровления, чтобы они встретили Новый год дома. Это самое главное для них. Спасибо. Ирина. Я не только детям, всем, наверное, буду желать здоровья, счастья в семье, взаимопонимания, чтобы все, что во внешнем мире беспокоило их, внутри дома всегда была идиллия.
Гавань. Все равно, да, гавань. Максим? Ну, прежде всего, здоровье, как, наверное, самое основное то, что бывает. И, конечно, сил и терпения, чтобы исполнить свои желания в будущем году. Благодарю. Олеся? В первую очередь, мирного неба над головой, чтобы у всех все всегда получалось и складывалось по желанию, чтобы каждый день радовал и счастье переполняло внутри. Здорово, мне нравится. Диана, пожелай своим сверстникам. Всем и взрослым, и детям, особенно самым маленьким. Желаю крепкого здоровья и самим родителям, у которых есть болеющие дети, терпения, любви к своим детям, чтобы у них дети были здоровые. Спасибо вам огромное. Ну и какой праздничный эфир без музыкального номера. Нас ждет выступление Сары Харебовой, но прежде давайте я вам тоже пожелаю. Во-первых, мы увидимся с вами в новом 2023 году уже, и пусть он будет лучше уходящего. Здоровья, процветания и мирного неба над головой всем нам. Сара, пожалуйста, вы можете подпевать или One Way Ticket, или Синий иней, как вам нравится.